Лондон многосторонний, интересный, красивый. Вообще не знают иногда, где Казахстан. У нас есть лекарства против диабета. Лондон — это город, который раскрывает тебя. У вас будут неудачи и у вас будут отказы. Интеграция в общество. Мясо. Книну. А я занимаюсь фармакобезопасностью, лекарства от рака. Главное хобби — это фотография. Будущий муж должен быть надежным. Лекарства от ревматоидного артрита. Нужно наслаждаться, наверное, и ошибками, и успехами. Обо мне. Я из города Петропавловска, северного города Петропавловска. После 11 класса я уехала учиться в Астану, в Назарбаев университет на программу бакалавра по биологии. После этого я переехала на Кипр жить со своей семьей, с сестрой и с родителями. После этого мы все вместе переехали в Турцию. После Турции я переехала в Шотландию. В Шотландии я прожила год, проучилась на магистратуре и переехала после этого вот сюда. Здесь я живу 2 года, в целом в UK я живу 3 года. Путь сюда на самом деле не был линейным. В университете я пошла учиться на биологию, потому что я думала, что я стану врачом. Но после стажировки, после 2-го курса в больнице Шанхая я передумала становиться врачом. Поменяла немножко свой интерес, точнее узнала о биоинформатике. Это биология, это наука на стыке биологии и информатики. То есть, вот. И после этого я решила, я хочу стать биоинформатиком. Проходила несколько стажировок по биоинформатике тоже. Первая была в самом Назарбаев университете, затем я ездила в Германию стажироваться в довольно-таки серьезном научном учреждении под названием EMBL. Вот. Да, и после этого я решила поступить на магистратуру по биоинформатике. Я поступила на магистратуру по биоинформатике в Германии. Сначала проучилась семестр там и решила, что это не мое. Я очень рада, что я опомнилась вовремя. Поняла, что это не мое. Взяла полгода gap half a year, так сказать. И начала искать программы магистратуры по всему миру и остановилась на программе в Шотландии. Те, кто хочет работать за рубежом, у вас несколько путей переезда, я бы сказала. Первый — это оставаться в Казахстане и работать в своей среде, набираться опыта, достигнуть каких-то высот, затем попробовать перевестись. Второй способ — это, наверное, нужно было поставить его первым, но второй способ — это переехать по обучению, магистратуру, я бы сказала, можно здесь получить год, проучиться здесь год на магистратуре, потом тебе дают 2 года на поиск работы. И как только ты находишь работу, ты можешь остаться вот, после этих 2 лет. 2 способа таких. Третий способ — это выйти замуж за британца или за того, у кого британское гражданство, и таким образом получить права на работу здесь. Я бы не сказала, что искать работу здесь легко. Вот это вот такая грустная реальность на самом деле. Лондон для меня место скопления разных культур, разных людей с различными интересами. Город, в котором ты можешь найти все, что тебя интересует, людей по разным интересам. Лондон — это город, который раскрывает тебя с разных сторон. Ты можешь попробовать себя в актерском искусстве. Ты можешь попробовать разные кухни со всего мира. Ты можешь найти возможности для развития в своей профессиональной стезе. Да, Лондон многосторонний, интересный, красивый. И да, здесь много интересной архитектуры также. И
Да, скорее всего, подытожив, я бы сказала, что это город возможностей. 3 места, которые бы я посоветовала туристам. Будучи впервые в Лондоне, я пошла в Чайнатаун, так как я люблю азиатскую кухню, так что я бы посоветовала посетить Сохо и Чайнатаун и выбрать кафе по своему вкусу. Также, если вы любитель интересных впечатлений, вы можете сходить в Cahoots бар. Он переносит вас в 30-е, 40-е, 50-е года в Америке. Очень интересный интерьер. Также есть бар Инкогнито. И третье место, я бы сказала, музей. Например, Victorian Albert Museum, это мой любимый. И также важно погулять по всему центру города. Здесь очень красиво. Я бы посоветовала набережную возле Лондон-Бридж. Работать с британцами удобно, потому что они никогда не входят в открытую конфронтацию. Это у них в культуре. Они довольно-таки приветливые. Мне нравится, допустим, идти по улице, и если ты столкнешься с каким-то человеком, тебе перед тобой обязательно извиняться. То же самое будет в магазине и так далее. Улыбаются тебе постоянно. Есть такой стереотип, правда, может быть, что это не совсем искренно, но в этом есть и плюс, и минус. Мой плюс, что я нахожу позитивного в этом, это то, что ты не обязательно думать, как человек думает внутри себя. Главное, что он показывает, и если это тебя заряжает на день, допустим, это заряжает меня, видеть улыбчивых и позитивных людей вокруг меня. А что творится у них там в душе и в голове, кому какое дело, правильно ведь? Поэтому мне нравится жить здесь и жить среди них. Казашкой в Лондоне быть несложно, если отвечать, каково быть казашкой, да, в Лондоне. Я встречаюсь больше с каким-то таким расизмом немножко, когда тебя принимают там за китаянку, либо за кореянку, и немножко разочаровываются, когда ты говоришь, что ты из Казахстана. Но чаще всего, когда спрашивают, ты откуда, они сразу идут там, типа, ты с Китая или с Кореи? Я такая, нет, я с Казахстана. Они такие, хорошо. Разочаровываются они, наверное, потому что не знают про Казахстан многого. Вообще не знают иногда, где Казахстан. Мне приходится объяснять, что он между Россией и Китаем, тогда они более-менее понимают. Затем я выдаю им факты про Казахстан, они такие, вау, я не знал. Несем, так сказать, информацию про Казахстан в массы тут. Второе, что они говорят, это либо они встречали людей из Казахстана, и чаще всего, вообще в 100% ответов, которых я слышала, они говорят, что люди из Казахстана очень дружелюбные, отзывчивые и позитивные, что очень даже приятно. Поэтому, да, быть казашкой в Лондоне здорово. Трудности, которые встречают экспаты, эмигранты. Мне кажется, проблемы с документами, проблемы с визой, постоянный такой стресс, одобрят ли тебе визу, нужны либо средства на визу, еще что-то, нужно еще скука по дому. Да, это большой такой пункт. И третье, я бы, наверное, сказала, интеграция в общество. Но в Лондоне это не так сильно заметно, потому что общество такое интернациональное, поэтому здесь можно найти друзей с разных уголков мира. Какие бы 3 вещи я бы переняла из Лондона и привнесла в казахстанское общество в казахстанское общество, это, наверное, дружелюбность, такая приветливость. Ты не обязательно должен любить всех прохожих, просто нужно быть позитивным к людям, улыбаться. И как по психологии, чтобы
поднять самому себе даже настроение, ты должен улыбаться. Вот. Первое это. Второе, я бы сказала, следование правилам, следование очередям, такой порядок, я бы сказала. Где-то чистота тоже. Чтобы еще? Общественный транспорт здесь довольно-таки развит. И третье, да, любовь к истории и природе. У них есть такое, что они сохраняют парки, не вырубают лишний раз деревья, еще что-то. Экологичность, вот что я принесла бы тоже. Экопотребление, здесь большой такой тренд на экологичность, на веганство, на разумное потребление, я бы сказала. Здесь в моду входит покупать вещи из секонд-хендов, что довольно-таки благоприятно, мне кажется, скажется на экологии в будущем. 3 вещи, которые я бы привезла из Казахстана в Лондон. Мясо, книну. Да, когда я рассказываю людям про то, что мы едим конину, они удивляются. Хотя мы не единственная страна, где едят конину, я бы сказала. Я встречала людей здесь, с Сицилии, с Катании, где в порядке вещей есть конину. Они смешивают ее с рикоттой, с фисташками и так далее. В общем, для них это тоже нормально. Поэтому я бы, наверное, привезла сюда, понимание, что конина вкусное мясо. А второе – это друзей, родных, вот это вот чувство дома, наверное, когда комфортно, и ты не выделяешься, наверное, когда ты даже не думаешь о том, что, а может быть, этот человек подумал, может быть, этот человек расист, или он против иммигрантов на волне недавних событий, если говорить. Третье, я бы привезла с собой из Казахстана или внедрила из Казахстана, это вот цифровизацию в вот эти вот административные дела, в банковский сектор. Вот. И, наверное, еще территории здесь бы побольше. Квартиры такие же большие, как у нас. Не забудьте подписаться на канал Хуан ТВ. Здесь вас всегда будут ждать истории наших экспатов. Они приехали сюда набраться опыта. Дорого ли жить за границей? Какой доход и какие расходы? Ждем ваши комментарии и не забудьте поставить лайк. Я занимаюсь фармакобезопасностью. На английском это Drug Safety или Pharmacovigilance. Я работаю на CRO, это Clinical Research Organization под названием ICON. Вот. Работаю я на фармацевтическую компанию Eli Lilly в их офисе. Мой рабочий день состоит из созвонов со своими коллегами, с анализа репортов, которые мы получаем от пациентов, которые испытали нежелательные явления. Затем мы вносим это все в систему, смотрим, насколько серьезны эти явления, которые происходят с пациентами нашими, связаны ли они с лекарством, с нашим лекарством от Eli Lilly. Лекарства Eli Lilly направлены в основном против диабета. У нас есть лекарства против диабета, знаменитое лекарство Mounjaro сейчас, это weight loss drug, лекарство, помогающее при потере веса, для потери веса. У нас есть лекарство от рака и лекарство от ревматоидного артрита, довольно-таки тоже популярное. Есть лекарства от высокого давления и от эректильной дисфункции. Какие бы 3 совета я дала людям, которые хотят стать биологом и работать в моей сфере? Я бы сказала быть упорным, настойчивым, не сдаваться,
Я работаю в такой смежной среде на стыке клинических испытаний и фармакобезопасности. Поэтому я бы сказала, набираться опыта, если вы, допустим, хотите стать Clinical Research Associate, сначала побыть Clinical Research Assistant, затем продвигаться по карьерной лестнице, либо фармакобезопасность можно также прийти, изучав после бакалавра в фармакологии или фармацевтике. При поиске работы не расстраиваться, если у вас будут неудачи и у вас будут отказы. Это нормальное явление. И если вам действительно интересна эта сфера, вы можете обратиться ко мне в любой момент. Мои контакты будут в описании. Чем я занимаюсь в свободное время? Мое главное хобби – это фотография. Мои работы представлены в моем инстаграм-аккаунте, который будет указан ниже в описании. Я хожу на танцы, начинаю курсы актерского мастерства. Также встречаюсь с друзьями, хожу в спортзал. Здесь много чем можно заняться, поэтому да. Ближайшие 3-5 лет в мои планы входит продолжать успешно работать на своей позиции, успешно получить продление своей рабочей визы после 3 лет, также расти по карьерной лестнице, как я уже сказала, возможно, завести семью. Будущий муж должен быть надежным, trustworthy, это, да, надежным, верным, добрым, амбициозным. Наверное, это вот 4 главных критерия, так сказать, главных качеств, которые должны быть в муже, в хорошем муже. А за это вы что можете предложить? Что я могу предложить? Взамен женщины предлагают дом, уют, заботу. Это не описать, что может привнести женщина в семью. Это, мне кажется, я бы не сказала, что это дом, там, квартира, да, такое физическое что-то. Это ощущение дома, я бы сказала. Да, это женщины и привносят в семью. Счастье. Счастье – это когда твои близкие и родные живы и здоровы. Это когда у тебя есть еда и крыша над головой, я бы сказала. Когда тебя не окружают токсичные и плохие люди. Когда ты не чувствуешь себя не в безопасности. И когда ты можешь дышать, наверное, такой полной грудью. Для меня счастье это. Когда ты можешь позволить себе не беспокоиться о завтрашнем дне. О чем я жалею и что я бы хотела исправить. Наверное, жалеть уже нет смысла, потому что прошлое не вернуть, не исправить. Поэтому всем тем, кто жалеет о прошлом, я бы посоветовала не тратить свои силы на это. Просто смириться с тем, что уже было, потому что в тот момент вы поступали так, как вы знали лучше для себя. Поэтому я стараюсь не возвращаться в прошлое и не жалеть. Прошлое учит нас важным урокам. Главное не повторять всех тех ошибок, которые были в прошлом. Для себя я жалею о том, что, наверное, я не сразу поняла, чего я хотела. Наверное, я бы пришла к какому-то другому, более успешному результату сейчас, если бы я выбрала что-то другое
в начале своего пути, если бы я сразу понимала, куда я иду. Но жизнь — это путь, и нужно наслаждаться, наверное, и ошибками, и успехами, потому что если ты не будешь проживать какие-то негативные моменты, ты не будешь ценить позитивные. 3 совета, которые я дала бы себе 16-летней. Развиваться и развиваться. Учить, наверное, больше языков. 3, возможно, учиться программированию. Мне тогда это было интересно, но я почему-то дальше не углублялась в это. Да. Зрителям я бы хотела пожелать здоровья, самое главное, лондонских зарплат, но не лондонских цен. Также не отчаиваться, упорства, целеустремленности, наверное, я бы пожелала. И да, счастья в целом. Хотела бы передать привет своим друзьям в Казахстане, друзьям здесь. Hi, Алекс. Всем своим профессорам, если они это увидят. Мой профессор по анатомии, любимый профессор Турсунжан. Все. Хотела бы поблагодарить свою семью за поддержку на всех этапах своей жизни, в особенности Жиздешку тоже. И профессоров, которые поддерживали и направляли, которые вдохновляли. И все поблагодарить. Да, все. Пока-пока.